Мы, живущие здесь, в Татарстане, конечно, рассчитываем на интеллектуальную, политическую, экономическую поддержку Татарстана, потому что исторически сложилось так, что у нас основные институты культуропроизводства находятся в Татарстане. И как бы мы не относились к нашей республике, на самом деле без такого ядра действовать невозможно. Конечно, были времена, когда наши предки действовали и весьма успешно, и без такого ядра. Но вы знаете, что в дореволюционной ситуации там миллят, который наши предки делали, организовывали, он строился на других основаниях. Но вот обратите внимание, сам термин «миллят», он означает вообще-то исламское сообщество. И поэтому один из наших турецких коллег, который написал целую работу, это Ахмед Канлидаре, он дал определение этому татарскому милляту «миллятья исламия». А потом вот случился советский период, когда исламское составное было полностью выкинуто, и мы длительное время строили советскую, татарскую, социалистическую нацию. Ну, я бы не сказал, что там все было плохо. Некоторые вещи, может быть, даже были получше, чем сейчас. По крайней мере, существовала целостная система школы на татарском языке, которой сейчас уже нет. И кадры готовились. Но, конечно, идеология была соответствующая. Вот, а сейчас мы уже вообще находимся на совершенно иной стадии. Некоторые даже эту стадию уже обозвали постнация. Хотя, может быть, это к России не очень относится, потому что Россия, вы знаете, является таким весьма консервативным обществом. Мы, татары, вынуждены внутри находиться этого сообщества, поэтому испытываем сильное влияние со стороны общей массы. И по моим наблюдениям, мы тоже откатились значительно назад, чем у нас было, скажем, в начале 90-х годов. Но надо сказать, что на самом деле татары еще живы. Вот я как представитель Конгресса татар часто езжу в разные регионы. Но, к сожалению, вот такого полного единения не получается у нас. Тот институт социальный, который татары придумали в виде Всемирного конгресса татар, федеральной автономии, пока что они не стали теми органами, которые действительно вот, ведут очень плодотворную работу. Есть всякие разборки внутренние. Вы знаете, что если есть татарская масса в какой-то области, обычно там 3 муфтията и 5 организаций татарских, которые воюют между собой. И это, кстати, обычная ситуация. Заканчивается всегда плохо, потому что местная администрация начинает играть на противоречиях и тем самым успешно погребают татарское дело. И мы потом с большим удивлением обнаруживаем, что, оказывается, никуда мы не движемся. Вот поэтому я призываю сегодня немножко поговорить о современной жизни, но учитывая в том числе и общие реалии как российской, так и внутри татарстанской реалии. Тут не все так просто, потому что иногда вот со стороны раздаются голоса: «О, Татарстан нам не помогает». Но дело в том, что мы 75% своих налогов отдаем наверх, и потом с большим трудом возвращаем обратно даже то, что нам положено. И нельзя сказать, что мы обладаем колоссальными ресурсами. Вот хотя Всемирный конгресс татар заявил, что мы сейчас ежегодно будем иметь 100 миллионов рублей на татарские дела. Если на всех татар поделить, это получается не такая большая сумма на самом деле. Евреи, конечно, живут по-другому. Все мировое еврейство помогает Израилю, а не наоборот. Но мы пока, конечно, не такие богатые, и поэтому нам приходится рассчитывать на Татарстан. Но для того, чтобы из Татарстана что-то получить, надо очень грамотно выстраиваться, но, к сожалению, мы пока еще не научились работать в общественном пространстве. Грантовые дела у нас совершенно непонятные, там неизвестно, откуда, куда деньги идут. Во многих случаях совершенно бесполезные проекты финансируются, потому что экспертной оценки нет. Короче, проблем много. Ну, в общем, перепись, если 2010 года посмотреть,
Татары сейчас городской народ. 70% татар проживает в городах, это включая всю Россию. Кроме того, это высокообразованный народ. В среднем 25% татар имеют высшее образование. Это очень большой показатель, имея в виду всех возраста, имея в виду все возраста. Татар в Казани, например, 28% с высшим образованием. Вот в Москве и Ленинграде татары, живущие, там 38% имеют высшее образование. То есть элита татар проживает в Москве и в Ленинграде. Ленинград я называю старым, уже названием вы все знаете, Санкт-Петербурге. Вот такое состояние татар. Это никакой не деревенский народ. А вот если деревня, тут плакать, что деревня умирает, это можно вечно плакать, деревня объективно умирает. Но вот его исключительная характерная черта – это анклав. Вот анклавы могут быть и в городах. Вообще в мире все нации живут анклавами. Это китайцы в Нью-Йорке, в Лондоне или другие народы. И наша перспектива тоже, если мы хотим, в общем-то, сохранить язык, то нам надо бороться за анклавы. Хотя идеологи России категорически против анклавов. Они видят в этом развал страны. Но ни одна страна от анклавов не развалилась. В мире такая практика существует, и единственный способ – это сохранение традиций и языка. Потому что язык – это средство общения, это не что-то такое. А вот без анклава, когда соседям нельзя поговорить по-татарски, или там как-то сходить в гости, это невозможно. Поэтому вот я хочу все-таки проблему анклавов обсудить. Они реально после 90-х годов возникли. Вот, например, если взять Казань, вокруг него поселки выросли, они все татарские. И наверняка вокруг и Саратова есть такие поселки, надо анализ делать. И там могут быть и детские сады, и школы. В общем, у нас будущее – это анклавы. Анклавы, потому что они могут существовать в городах, и они существуют. Тем более уж в таких городах, как Саратов, Ульяновск, там во всех поволжских городах татарские анклавы могут быть. В этом направлении на работу. Конечно, советская власть боролась против анклавов изо всех сил. Даже при распределении квартир был порядок, чтобы в одном площадке не были только одни татары. На это смотрели. Поэтому вот проблему анклавов я хочу рассмотреть. И в этом. Потом насчет мероприятий. У нас от комсомола осталось вот это, как сказать, способ деятельности мероприятий. Нам сейчас мероприятия не нужны, нам нужны проекты. Надо реализовать проекты. Например, проект «Школа». И всем взяться и в этом направлении работать. Этих проектов могут быть много. И можно привлечь много народу. Никаких мероприятий не надо особых. Надо реализовывать конкретные проекты. Потом насчет городской культуры и интеллигенции. В общем-то, интеллигенция, она только в городах формируется, и татарская тоже, она в городах формировалась. В настоящее время есть серьезная проблема формирования городской татарской культуры. Мы, считая культуру только деревенской, татарский народ тянем назад. Это деятели культуры точно так же, и все остальные. Нам нужна современная татарская культура, именно городская. Для них нет туганаулам, те, которые родились в городах. А сейчас молодежь рождается в основном в городах, я думаю, 90%. И татары не сельскохозяйственный народ. Это тоже надо как-то выбить из мозгов, оно глубоко посажено. Это очень высокоинтеллектуальный народ, и нам надо поэтому привлечь научно-техническую интеллигенцию в наши ряды. И вот я смотрю, я не вижу ни инженеров, ни физико-математических наук, ни этих направлений, а там работают татары. И неплохие. И поэтому их надо
привлекать под реализацию конкретных проектов. Они, конечно, сидеть, болтать не любят на отвлеченные темы, но они конкретные проекты могут делать. Теперь татароязычных татар. Да, татары сейчас два направления появилось. Татары русскоязычные, татары татароязычные. Но быстро мы от русскоязычных татар не уйдем. Они за один день татарский язык не выучат. Для этого нужны поколения. Поэтому нам придется работать и на русском языке, и русскоязычными татарами. Но с целью, что все-таки мы создадим систему образования, которая позволит нашим детям получать образование на татарском языке. Но теперешнее образование, оно может быть только полилингвальным. Вот говорить татарская школа, татарское образование, это говорить ни о чем. Вы и сами своих детей туда, в такие школы не отдадите. Так называемые татарские школы, они тоже полилингвальными. Они изучают русский язык, они изучают татарский язык, они изучают английский язык, они могут изучать еще арабский. Кроме того, и предметы изучаются на языке. И мы любим хвастаться нашими школами в регионах Российской Федерации. Но школы должны быть элитными. Не просто наличие какой-то школы 200 ребят, где изучается несколько часов татарского языка. Эта школа должна быть элитной. То есть там должны быть победители олимпиад, готовиться. Туда должны стремиться дети своих детей отдать. Там должен быть конкурс. Именно об этих школах надо думать. А для этого надо привлекать научно-техническую интеллигенцию. И только они могут там преподавать. Только они могут поднять школы. Другого способа нет. Дети своих детей в отсталые школы не отдадут ни из-за какого языка. Потому что они должны жить в конкурентном мире, они должны быть конкурентными. И, естественно, в так называемых татарских школах должна быть прекрасно преподаваться математика и прекрасно преподаваться английский язык. Они должны владеть английским языком. Вот надо ставить такие цели и проекты в части образования. Кроме того, есть очень мелкие задачи. Например, сейчас по закону об образовании родной язык обязательный предмет. Да, но обязательный предмет, он никак не реализуется. Более того, мы даже не знаем, сколько детей татар обучается в школах. Конкретные задачи, вот конкретный проект. Саратовские уже сколько лет не могут на это ответить. Не только саратовские, но и другие регионы. Сколько же детей татар обучается в школах? Получить эту информацию общество татар может, имеет законное право потребовать у организаторов образования. Наши обращения Татарстана, они просто игнорируются, потому что Татарстан у них не может потребовать. По закону единственная организация, которая может потребовать части образовательных услуг, это национальная культурная автономия. У них большие права, но они не реализуются. Да, Татарстан не смог отстоять государственный татарский язык в системе образования. Насчет образа татарина только я хочу сказать. Для этого нужна пропаганда видных татар. И видные татары не только это артисты, это не только корреспонденты, это деятели науки и техники. Если вы посмотрите на другие народы, они гордятся именно этими личностями. А мы своих личностей не знаем, их не пропагандируем. Их надо выявлять и среди своей среды, их показывать народу, их пропагандировать. У нас очень много. Например, последние сведения по вакцине ковид. Изобретатели вакцины в России, 3, которые зарегистрированы, все татары. Но мы их не знаем и не хотим. Кроме того, естественно, надо думать о высшем образовании. Всегда эту задачу надо ставить. Не только Татарстану, всем нам надо ставить высшее образование технически на татарском языке. При этом никаких терминологических вопросов нет. Например, в высшем образовании русском нет никаких русских терминов. Все термины, они универсальные. Они на татарском языке будут такими же. Все, спасибо за внимание. Эти все вещи, эти проблемы языка, школ, они повторяются постоянно, звучат постоянно. Но надо думать о том, как
В глобальном смысле, как это, что можно сделать, как можно сдвинуть с места. И надо думать о глобальных вещах. Вот как представитель научного сообщества я хотел бы поднять тему нашего наследия, вообще истории, литературы, фольклора и научного наследия в целом. Мы находимся с вами все в счастливом неведении, думая о том, что у нас история наша изучена до конца, литература изучена, и все как бы можно это забыть, закрыть и перевернуть страницу. На самом деле у нас ничего нет, по большому счету, то, что нам поможет планировать нашу будущую жизнь. Потому что история такая вещь, из которой мы берем уроки. Мы берем из нее уроки и планируем свое будущее. И, как известно, история повторяется по спирали, и многие ошибки и многие достижения, которые в будущем будут, и те грабли, на которые мы сейчас наступаем, они были уже в прошлом. Просто, зная хорошо историю, зная наше прошлое, мы можем не наступать на те же самые грабли дважды. Для этого нам нужно знать реальную наше прошлое, наше наследие, наша история. И вы можете сказать, что вроде бы все это хорошо изучено уже, и проблем нету. Но вот посмотрите, если взять татарскую историческую науку, первые труды обобщающего характера появились в конце 19 века, Владимир Маржани, Реза Фахриддин, Хусейн Амирханов и так далее. И сразу же начался советский период. То есть наша историческая наука и литературоведческая наука, она по большому счету советская. То есть это советская историография, советская подача, это совершенно не то, что нам надо. Мы не знаем нашу реальную историю. Это все конъюнктурный, по большому счету, подход. Более или менее нормальные сейчас исследования появились всего только в последний постсоветский период, но их очень мало. Интересные исследования мы увидели со стороны наших западных коллег, да, которые совершенно, у них нет этого бэкграунда советского, и они совершенно предлагают новые интересные подходы. К этому вопросу надо возвращаться. И как это можно сделать? Нужна концепция вообще нашей, не знаю, исторической науки, литературы и в целом гуманитарной науки. То есть сейчас в настоящее время в Татарстане действует и вполне успешно несколько программа «Идентичность татарского народа», «Двуязычие», там, и некоторые другие программы, благодаря которым очень много сделано было в последнее время. Но у этих программ нет какой-то цельной концепции. И при будущих корректировках и дополнениях, обновлениях программ нужно разработать концепцию. Как мы будем двигаться, как мы будем изучать науку. И нужно постепенно нам отказываться от этих советских подходов, которые мешают нам понять наше прошлое. Я ничего плохого не имею, не говорю про ученых советского периода. Они сделали очень многое, но нам нужно знать нашу реальную историю, нам нужно знать наше реальное прошлое. И работая очень много с источниками, с рукописями, с эпиграфикой и с другими документами, я постепенно прихожу к такому мнению, что многое то, что написано в учебниках по истории, не соответствует той реальной действительности, которая была в прошлом. Очень много вопросов возникает, и их возникает все больше и больше. Поэтому нам нужно отказаться от этого конъюнктурного подхода и не побояться показать нашу реальную историю. Біріншіден біз зор қарапта юземіз. Барымызда бір жаққа ишарга керек. Fikirler türlü olsa da bizim maksatlar bir bulurlar demiş. Bu şiir bulup yanırasa da, lakin mərnəsi şulanır. Çünkü biz bugünkü şaşı bizden tarqavara buldu. Biz tabii xəller turunda söylüyoruz, lakin tabii barlıq bizge şu şuğu yolların turunda söylemek gerek olur. Benimce bu bizden Tatar halkının stratejisi kamil bulmanına göre biz көп sıralarga cevap veremiyoruz. Şuna göre bu yönelişte bizge barımızga da işlerge gerek diye sanıyorum. Rahmet barımızga da.